В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня у нас в студии депутат Госдумы Российской Федерации, член Думского комитета по бюджету и налогам Галина Иннокентьевна Данчикова, которая с 1 по 6 октября работает в Якутии в рамках региональной недели. Галина Иннокентьевна, здравствуйте. Добрый день, Юлия. С момента вашей последней встречи с телезрителями прошел месяц. За это время произошло много знаковых политических событий. На что бы вы хотели акцентировать внимание? Сегодня, конечно, в первую очередь я хочу отметить то, что состоялись выборы главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Сегодня состоялось формирование нашего законодательного собрания Эльтумен. Прошли выборы в муниципальных образованиях в городе Якутске, сформированы органы законодательной власти. И, конечно, это сегодня очень важно в связи с тем, что мы должны формировать уже новую повестку, понимая, что майский указ президента требует общей консолидации всех сил и общества нашего для того, чтобы мы смогли правильно выставить свою повестку. Если говорить о повестке первого месяца осенней сессии Государственной Думы, она была достаточно насыщенная, эта повестка. Мы рассмотрели отчеты об исполнении федерального бюджета 2017 года, отчеты внебюджетных фондов, пенсионного фонда, фонда медицинского страхования, фонда социального страхования. Эти отчеты были утверждены на пленарном заседании. Конечно, не могу пойти пакет законопроектов, которые связаны были в рамках повышения пенсионного возраста. Первый законопроект, который был принят, и теперь уже он имеет силу закона, это об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работника, имеющего предпенсионный возраст. Приняты ряд законов, связанных с предоставлением 2 дней, если проходит человек диспансеризацию, и ряд других документов, которые сегодня должны быть реализованы в рамках той реформы, которая проходит по пенсионному законодательству. Сегодня уже внесены в Государственную Думу достаточно серьезный документ, который включать будет в себя те особенности, связанные с той же пенсионной реформой. Это законопроект о федеральном бюджете на трехлетку, и первое чтение планируется 24 октября. Законопроект, он сегодня профицитный на все 3 года, и, конечно, это дает возможность иметь ресурсное обеспечение для реализации того социального пакета, который сегодня вырабатывает правительство. И особенность законопроекта на трехлетку заключается еще в том, что мы с вами знаем, что принят майский указ президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Это, конечно, в основном демография, здравоохранение, образование, это дороги, это предпринимательство, это вопросы, связанные с культурой, вопросы, связанные с поддержкой и занятостью населения. Все эти вопросы имеют финансовое обеспечение в законопроекте на трехлетку. Вы настаиваете на пересмотрении правительством России правил по оплате проезда пенсионерам-северянам. Почему? В рамках моей региональной недели очень много поступает обращений наших жителей, и жители говорят о том, что существует 2 формы, 2 вида компенсационных выплат. Либо по фактическому уже, когда проезд осуществлен на отдых и обратно, либо для того, чтобы купить билет и получить компенсацию. И сегодня жители задают вопросы, почему требуется ряд документов для того, чтобы воспользоваться этим правом. Не каждый житель нашей республики может найти или получить такой документ, не каждый житель едет по курортной путевке или в дом отдыха, либо может получить какой-то вызов от своих родственников. Поэтому наши жители считают, что это излишние ограничения для пользования своим правом.
И на протяжении определенного периода я занимаюсь этими вопросами, обращаясь в Пенсионный фонд, обращаясь в Министерство труда. И вот последнее мы получили информацию, письмо. Я обратилась к Татьяне Алексеевне Голиковой, которая очень оперативно отреагировала на эту проблему и поручила Министерству труда и Минфину разобраться с этими вопросами. А на пленарном заседании была озвучена эта проблема, и также поручено создать рабочую группу, которая должна разобраться для того, чтобы данные нормы закона работали в полном объеме. Скажите, а какие вопросы рассматривались в рамках Октябрьской региональной недели? В свой приезд я всегда планирую прием граждан. Конечно, не все вопросы, когда люди приходят со своими проблемами, со своими жалобами. Есть, конечно, и наши жители приходят с предложениями. Оказалось, если в рамках последконтроля, получается, не всеми вопросами мы занимаемся, потому что не все зависит от меня. Есть, конечно, и чтобы подключались органы местного самоуправления. И вот одно из совещаний в эту региональную неделю мы проводили по обращению наших молодых людей из Покровска по дети-сироты, которые получили квартиры в 2013 году. Дома были построены в Покровске, 3 дома двухэтажных. В общем-то, там 24 семьи детей-сирот получили квартиры, и на сегодня в этих домах жить невозможно. То есть дома имеют определенные недоделки. Кроме того, в ходе эксплуатации выявились очень серьезные проблемы, протекает кровля, не работает канализация, есть проблемы вообще в заселении, часть квартир по каким-то причинам вдруг сдается в аренду, хотя дети-сироты, когда получали квартиры, они заключали договор социального найма. И этот договор был заключен на 5 лет. Кроме того, мы встречались с этой инициативной группой в рамках контроля уже по обращениям граждан. Они ставили вопросы по внесению изменений в федеральное законодательство с точки зрения, что могут ли уже наши дети-сироты получить такую возможность перезаключать на следующую 5-летку договора социального найма. Такие изменения в законодательство внесены, и с 1 января 2019 года они будут уже работать. Кроме того, в законодательство внесены изменения о том, что в многоквартирных домах, где предоставляется жилье детям-сиротам, квота должна быть не более 25%. То есть это вот тот вопрос, который ставили и депутаты, что в доме или в подъезде давать квартиры только детям-сиротам, это не совсем как бы верно. Кроме того, такая, считаю, что хорошая норма внесена в законодательство, реестр или порядок учета детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, будет определен для всех субъектов Российской Федерации нормативно-правовым документом правительства Российской Федерации. По итогам встречи мы обсудили эти нововведения, которые приняты с инициативной группой, которая приезжала из Покровска, и подписали протокол о том, что в следующую региональную неделю в октябре месяце я буду выезжать на эти дома, и за этот период думаю, что месяц хватит, какие-то меры муниципальные власти совместно с региональными властями примут по этому жилью, по этому жилому фонду. И в рамках контроля мы в октябре месяце туда поедем. В рамках региональной недели также у меня прошла встреча со спикером нашего законодательного собрания Эльтумен. Мы уже на начале работы нашего законодательного собрания определились, в каком направлении, как мы будем взаимодействовать. Мы актуализировали ту повестку, по которой сейчас будем двигаться. Кроме того, договорились, что нужно провести мониторинг федерального и регионального законодательства. И если есть необходимость, мы совместно будем вносить поправки. Также очень активно депутаты нашего регионального собрания подключатся к тем законопроектам, которые уже были внесены ранее, и плюс те законопроекты, которые нам необходимо сейчас вносить с учетом актуальной повестки.
Основное из мероприятий, которые я провела в эту региональную неделю, была просьба председателя комитета по науке и образованию Федосии Васильевны Габышевой провести встречу с педагогическим сообществом, с членами комитета, которым она руководит, связанной с ходом реализации или с ходом подготовки к участию в реализации национальных проектов. И мы обсудили один из национальных достаточно важных проектов – это проект образования. Цель заключается в следующем. Мы должны стать в итоге конкурентоспособными в Российской Федерации и должны войти в десятку стран мира по качеству образования. Достаточно хороший такой конструктивный состоялся разговор. Я думаю, что по итогам будут выработаны рекомендации и договорились, что мы будем вот в таком формате взаимодействовать с комитетами. Мы не исключили и в эту региональную неделю также провели сегодня прием граждан. Хочу привести пример. Один наш такой активный житель города Якутска ставил несколько раз вопросы, связанные с тем, чтобы мы для инвалидов сделали отдельный вход, вот пандус у Дома правительства. Вот сегодня он пришел и отчитался, что пандус сделан, что пометка там, где инвалиды часто переходят улицы, она сделана, но есть еще вопросы, которые остались нерешенными. И он сегодня опять их озвучил. Это вопросы, связанные с качеством наших дорог. Но мы по каждому вопросу стараемся оказать ту или иную помощь. И мы ввели в практику, когда ведем прием граждан на следующую региональную неделю, будем возвращаться к приему граждан, к обращениям граждан предыдущей недели и подводить итоги и смотреть, насколько эти решения выполнены, что не удалось сделать, а что удалось сделать. Сегодня у нас на приеме был глава Магана, который отчитывался о тех обращениях граждан, которые были у меня на приеме, что сделано, а что не удалось сделать. Галина Иннокентьевна, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.